Новое радио. Новое радио, новое радио. Новое радио, волна 95,5 FM, Инстамарафон. Меня зовут Эдем Перков, в эфирной студии со мной сегодня Рафаэль Гулов. Рафаэль, привет. добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Как у вас дела? Все отлично, все прекрасно. Давайте сразу начнем с вопроса, сколько Да, лет конечно. активен ваш Инстаграм? Мой инстаграм активен где-то год. Я начал в прошлом году какие-то вайны сначала снимать, потом свое шоу, которое на ютубе, короткие видео я туда тоже закидываю. Год назад, да. Рафаэль, я впервые узнал о вас, когда посмотрел видео на ютубе у вас на канале. Вы брали интервью у звезд. Да, было такое. Что вас на это сподвигло? Ну, я в основном смотрел зарубежные передачи такого рода, и меня они вдохновляли на то, что почему у нас такое не сделать, как бы прямо не подойти к нашим звездам и спрашивать какие-то либо каверзные, прикольные, шуточные такие вопросы. И я на это решился, и думаю, что у меня нормально получается. Когда вы решили начать заниматься блогингом, у вас, Да. наверное, был поиск идей, правильно? Или вы сразу знали, что вы будете брать интервью? Нет, просто дело в том, что я до этого 4,5 года работал на ТВ, Мгм. телевидение Бахористон, детско-юношеский телеканал. Мгм. И вот я там в основном вдохновлялся, и какие-то идеи у меня были, которых я не мог там реализовать, и получается интернет, YouTube-платформа был шансом огромным для меня, чтобы те идеи, которые у меня были, я их мог там реализовать. Мгм. Чем вам на данный момент интереснее заниматься? Ютубом или Инстаграм? Мне и то, и другое интересно, так как у меня YouTube идет как развлекательно-мотивационный, а Instagram в основном развлекательный идет контент. Какие были ваши первые публикации в Инстаграм? То Если есть, и самый сколько первый- лет у вас? Я, по-моему, зарегистрировался в 2015 году. Воу. Это были какие-то фотографии, которые некачественные, сняты были на телефон, Мгм. и я особо не обращал внимания тогда, потому что в основном все использовали Facebook в то время. Мгм. Потом постепенно, когда это все начало развиваться, я уже заинтересовался больше. Немножечко отвлечемся от темы блогинга и Инстаграма. Есть у нас постоянная слушательница Мадина, и спрашивает она, женаты ли вы и как вы относитесь вообще к семейной жизни? Нет, к сожалению, либо, к счастью, не знаю, как это сказать, не женат пока что, но планируем, надеюсь, в следующем году уже поженюсь. Бизнес и Инстаграм. На данный момент он вам доступен? Думаю, да, очень даже доступен, если я его хорошо использую. Вот если так взять, Инстаграм очень хорошая платформа для развития бизнеса, и Мгм. многие это уже ощущают и знают, и используют очень даже активно и хорошо. В дальнейшем думаю, что я тоже буду совмещать и делать это. Мгм. Окей. Рафаэль, был ли в вашу сторону когда-нибудь хейт за этот небольшой срок? Говорят, пожалеть могут всех, но заслуживать зависть не каждый сможет. Мгм. И хейт, конечно же, есть, смотря, судя по тому, какой у нас менталитет и какие взгляды узкие у наших людей, как бы там ни было, мы с этим сталкиваемся, конечно же. И в основном я на объективную критику Мгм. смотрю очень даже хорошо, а на хейт в последнее время вообще не обращаю внимания. Мне даже смешно от того, что люди, не зная человека, могут вот наглым образом, судя по видео, не размышляя на эту тему, оскорблять человека. Мгм. Это уже как бы понятно любому адекватному человеку, что ни один нормальный человек не позволит себе просто так кого-то оскорбить без какой-либо причины. Так что на это я уже вообще не обращаю внимания. А вот по вашему мнению, по каким причинам вас хейтят? Вы такой замечательный, добрый, веселый молодой человек. Из-за того, что люди у нас очень узко мыслят, и если ты веселый, позитивный человек, то значит, что ты будешь для них какой-то изгой, и Мгм. они не привыкли такого человека видеть. У нас в основном как люди себя ведут? То есть, если ты мужчина, ты должен быть брутальным и вот такой всегда серьезным, все, вот, вести Мгм. себя как мачо. Давайте поговорим не только об Инстаграм и Ютуб. Какие еще у вас есть соцсети? У меня есть еще ВКонтакте, Фейсбук, но в основном я сижу в Инстаграме в последнее Мгм. время. А ТикТок? А да, конечно, ТикТок тоже есть. Сколько Но у вас тысяч подписчиков на ТикТок? Там у меня, по-моему, где-то до 4000 подписчиков, потому что я активно не веду. Какие-то видео бывают в Инстаграме, которые закидываю, Мгм. туда тоже закидываю. Насколько я знаю, там гораздо легче набирать подписчиков. Это правда или нет? Ну, я точно не знаю. Это зависит от того, какие видео ты будешь снимать. Если они будут качественными и интересными, конечно, ты быстро наберешь популярность и подписчиков в том числе. Мгм. А почему с волной популярности блогинга он пришел также в нашу страну? То есть пишут блоги абсолютно все: школьники, студенты, взрослые люди.
Ну, это не только в нашу страну, она быстро пришла из-за рубеж, тоже Да. как бы весь мир самые первые по скачиваемости предложения Мгм. в мире получается. В последнее время людям надоели какие-то долгие, длинные видео, и им Мгм. интересно смотреть на какие-то короткие, разнообразные, интересные видео. И вот TikTok-платформа таковыми и является. И из-за этого думаю, что людям интересно смотреть. Мгм. А причина популярности вашего аккаунта, по вашему мнению? В Инстаграм. Да, давайте, 3 причины. 3 причины. Первое, думаю, что более-менее качественно. Мгм. И второе, там много звезд. Мгм. И третья неординарность, как бы. Я никого не хейчу, как правильно Да, сказать. да, не Хейтю, хейчу. Вот. И на какие-то особо важные там темы не говорю. У меня легкий такой развлекательный контент. А что вы подразумеваете под словом «качество»? Под словом качество, как снято, например, Мгм. и фотографии тоже. Это все как бы влияет на контент. Мгм. 2 вопроса от нашего постоянного слушателя Рамиза Кадырова. Он спрашивает, в чем разница между кино и блогингом? Очень огромная разница. Кино — это большая индустрия, в которой очень много вкладываться надо, чтобы достичь каких-то успехов. А Мгм. блогинг, его можно считать мини-кино, но там затрат меньше. И это 2 разные индустрии, по мне. А теперь перейдем к отдельной, достаточно большой теме Ишкпул Душанбе. Это новый сериал, который мы снимаем с Набиджоном Пирматовым. Там Мгм. как раз играет ваш директор тоже Борис Усмонов, Сабринай Назри еще, Бехруз Насрединов, Бехруз Зеваров подключится, скоро я и еще много-много других знаменитых личностей. Каждую неделю в пятницу в 21:00 на страничке Замунави Медиа в YouTube-канале. А чем он будет интересен зрителям? Сериал про, как и говорится, Ишхпуль Душанбе, то есть любовь, деньги, Душанбе. Про Мгм. любовь, про деньги, про то, что происходит в Душанбе и как ведет себя молодежь, чем они занимаются. И Мгм. вот в основном об этом. А насколько реалистичны события, которые описываются в фильме? Где-то на 50% реалистично, потому что все взято из жизни людей, молодежи, которые сейчас живут в Душанбе. И думаю, что этим и зрителя можно привлечь. А какие рейтинги? Пока что нормально, стабильно так идет. Начинается стабильно, можно сказать. Дальше будет уже интереснее. Думаю, что люди будут смотреть. Рафаэль, нравится ли вам, когда ваши реплики, ваши какие-то фразы разлетаются и превращаются в мем? Да, конечно, это приятно, когда, можно сказать, ты создаешь какой-то мини-тренды, которые, например, везде будут слышны, и кто бы там тебя не видел, обязательно крикнет это. И это очень прикольно. А сколько таких было? Самых популярных было 3. Мгм. Были ли случаи, когда вам платили за интервью, чтобы вы взяли интервью? Ну, разговоры были, но я так не делал. Почему? Ну, я беру интервью у людей, которые действительно мне самому, во-первых, интересны. Я знаю, что эти люди могут моим зрителям что-то полезное дать, Мгм. какие-то советы, например. Серьезные интервью, которые я беру мотивационно, они берутся у людей, которые либо в бизнесе, либо в шоу-бизнесе чего-то добились, и они на самом деле своим трудом это добились и могут дать какие-то советы людям, и чтобы для них это стало мотивацией. А сколько стоит реклама на данный момент у вас в Инстаграм? По-разному. В зависимости от публикации, правильно? Да, да. А фотопубликация? Фотопубликация дешевле, конечно. Видеопубликация, если я сам там участвую, дороже. Если без меня, то дешевле получается. 3 Инстаграм-аккаунта России на данный момент ваши любимые? На данный момент Мадина Басаева. Мгм. Еще Карина Кросс хорошо ведет Инстаграм. Мгм. Гусейн Гасанова смотрю. Хиза. Ну, их много там. Мгм. А из западных? Из западных, если 3 назвать, то Адам Уи, чувак, который в Америке, арабского Мгм. происхождения, снимает вайны видео. И Лили Понс, и Гарри Уи. Мгм. Да. А какой контент вам больше всего интересен? Именно для вас, то есть куда вы можете позалипать? На ютубчик, на инстаграм. Я смотрю все подряд, все, что крутое, интересное. И даже если это на серьезную тему, либо на развлекательный какой-то. Мгм. Рафаэль, были ли у вас когда-нибудь случаи необычные с подписчиками, курьезные какие-нибудь, когда подписчики, допустим, бежали за вами на улице или что-нибудь подобное, или стучались к вам в дверь домой? В дверь домой хорошо, что не стучались еще. Но да, бывали на улице, там было, что девчонка подошла, такая: Аки Рафаэль, я говорю, да, я ваш этот, я говорю, подписчица, нет, фанатка, я говорю, спасибо.
Но больше не было. Ну, были там, их много, в основном кричат откуда-то там «Акай Рафаэль!» Или там с друзьями куда-то едут, даже в машине едешь, они кричат и узнают. Вау. В основном так и бывает. Ваша деятельность на сегодняшний день и что нам ждать в ближайшие несколько месяцев, учитывая то, что на данный момент практически весь мир сидит на карантине? У меня очень много планов, о них я не буду говорить, я просто буду действовать для того, чтобы они поскорее осуществились. Окей. И последний вопрос. Чего не хватает отечественному блогинг-сегменту? Много чего не хватает. Самое важное и самое первое, что не хватает качественного контента, качественной съемки и нормальных, адекватных блогеров в основном не хватает у нас, потому что очень много сейчас появились те, которые либо хаят друг друга и думают, что таким образом они могут набрать какую-то популярность. И так и получается, но такие люди очень быстро потухают, и они далеко не идут. Мне кажется, надо действовать и делать то, что тебе нравится, и как бы там ни было, либо развлекательный, либо мотивационный, либо какие-то тарбияви видео, как мы говорим. Что ж, Рафаэль, спасибо огромное за этот вечер на волне 95,5 FM. Вам также спасибо огромное за то, что пригласили. Всем удачи, радуйтесь, веселитесь. Я вам напоминаю, что слушать можете вы Новое радио Таджикистан в любой точке мира на сайте newradio.tj, и попрошу подключаться к нашему инстаграм прямому эфиру newradio.tj. Новое радио.